Есть такие проблемы, по себе знаю, вникать в которые совсем не хочется. Очень уж сложно, даже затейливо выглядят наши платежки, что разбираться, сколько и за что мы платим, я имею в виду ЖКХ, нет никакого желания. Я абсолютно отдаю себе отчет в том, что это заведомо проигрышная позиция, безвольная и глупая. Этой глупостью с лихвой пользуются дельцы и махинаторы всех мастей. Но не хочется нам ругаться, тратить нервы и время, если суммы в платежках пусть и завышенные, как нам кажется, но не столь критичные. Переживем, говорю я сам себе, и тут взгляд опускается на строчку с надписью «Отопление». Что-то тут не то. А главное, чем обоснован рост тарифа? Наверное, есть какие-то объективные причины. Загибаем пальцы. Инфляция вроде как не такая большая. Повышение НДС, ну допустим. Что еще? Прибыль теплоснабжающей организации, затраты на топливо и ремонт сетей. Все это должно укладываться в какие-то разумные нормы. К тому же давайте не забывать, крупнейшие теплоэлектростанции в Татарстане были серьезно модернизированы. Они стали на порядок эффективнее, экономичнее, соответственно, себестоимость производства тепла снизилась. То есть при таком раскладе тариф должен, ну, по крайней мере, остаться на прежнем уровне. Мне сразу возразят, в Казани есть не только крупные теплоэлектроцентрали, но и котельные, а у них совсем иная экономика. Совершенно верно. И что это значит? Правильно, нужно уходить от дорогого тепла, от котельных и максимально загружать мощные экономичные ТЭЦ. К слову, по этому пути идут в Европе, в России, в Москве действует целая программа по выводу из работы районных котельных. Вы скажете, ясное дело, столица, регион богатый и имеет для этого средства и возможности. Ну вот вам другой пример. Красноярск принял программу замещения всех своих котельных. И мы об этом опыте вам сегодня расскажем и все покажем. А что Казань, спросите? На этой неделе в столице Татарстана прошли публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения до 2034 года. На самом деле важнейший документ обсудили, можно сказать, без лишней огласки. Выводы пока делать рано. Официально заключение о результатах публичных слушаний будет размещено 17 октября в сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани. Но одно можно сказать уже сейчас. От котельных в Казани отказываться не хотят и, скорее всего, не будут. Есть основания полагать, что платить за тепло мы будем больше. Еще больше. Среди толстой пачки платежек небольшой блокнот с аккуратными записями. Мария Лазарева с недавних пор отдельно рассчитывает стоимость каждой гигакалории для своей квартиры. По кварталам и месяцам. Вывод – плата за тепло растет. Стабильно. Стабильность – это признак мастерства, то есть это все будет потихонечку повышаться. Мастерство в кавычках. Мастерство, конечно, в кавычках. Если в холодные месяцы мы платим больше 6 тысяч, это серьезный удар по нашему бюджету. Из 6 тысяч мы платим 3600 только за отопление. Это достаточно, мне кажется, это неоправданно. А действительно, чем обосновано повышение тарифа? Наверняка этот вопрос волнует не только семью Лазаревых. Неважно, проживаете вы в малогабаритной хрущевке или в собственном доме, за тепло придется заплатить сполна. Это еще в лучшем случае, говорит председатель Союза домовых комитетов Казани Геннадий Сомов. У него по этой статье свои расчеты. На каждом квадратном метре каждый собственник дома переплачивает от 7 до 12 рублей с квадратного метра. Вот мой дом, если взять, допустим, да, это идет порядка 14 миллионов рублей, вы понимаете? На текущий момент повышение тарифов сильное не обосновано ничем. Это только на первый взгляд. Сообщение от генерального директора компании ТГК-16 звучит как сенсация. Эдуард Галеев дает пояснение. В Казани станции Казанская ТЭЦ-3, которая принадлежит ТГК-16, Казанская ТЭЦ-2, Казанская ТЭЦ-1, которые принадлежат Татэнерго, провели большую модернизацию. На всех станциях введено новое современное газотурбинное оборудование, гораздо более экономичное. А все три станции могут работать в режиме когенерации, то есть одновременной выработки тепла и электроэнергии. Казанская ТЭЦ-3 загружена по тепловой нагрузке менее чем на 1/3. Ситуация парадоксальна. Имеем дешевое тепло от Казанской ТЭЦ-3, но по какой-то причине до потребителей, конкретно до населения, оно не доходит. Почему? Этот же вопрос ТГК-16 переадресует в исполком Казани и разработчикам проекта схемы теплоснабжения города.
На этой неделе в понедельник прошли очередные публичные слушания. Ответ, если совсем коротко, нецелесообразно. Такой вариант потребует дополнительных трат, считает разработчик, и предлагает ничего не менять. Приоритетным является вариант номер 4, консервативный, с сохранением текущего состояния дел. Такой уже подход не устраивает ТГК-16. Мы можем прийти к такому варианту, что по всей Казани повально будут эффективными районные котельные, и отпуск от казанских ТЭЦ будет снижаться, что в итоге приведет к увеличению тарифа. Просто сжигать газ и получать только один продукт, конечно же, менее эффективно, чем получать два продукта: электроэнергию и тепло. Но давайте опять-таки посмотрим с точки зрения потребителя. Ему какая разница? Татэнерго или Казэнерго? Скорее всего, Казэнерго. Сейчас я посмотрю. Нет, тут не написано, но да, я А вы знаете, сказала. котельные это у вас, например, или ТЭЦ? Нет, знаете. Не думали об этом, да? Для обычной семьи интеллигентов из Казани, Марии и Артема Лазаревых, вопрос, откуда поступает тепло, действительно не так важен. Принципиален вопрос его цены. Где стоимость производства тепла ниже, в котельной или от ТЭЦ? Здесь, как говорится, двух мнений быть не может. Вопрос комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – это чисто закон физики и закон экономики. Когда из-за 1 кубического метра сожженного газа мы получаем только тепло, и все затраты сажаем только в тепло, и за это тепло платит наше население, либо мы сжигаем этот кубический метр газа, получаем два продукта – электроэнергию и тепло, и, соответственно, затраты, которые должно платить население, становятся меньше, говорить о том, вот после этого спорить о том, что выгодно котельная, невыгодно котельная, ну, наверное, теряет смысл. В Казани 3 крупных котельных Татэнерго и более 130 котельных разной мощности Казэнерго. Если в середине 80-х прошлого века на долю крупных ТЭЦ в Казани приходилось 95% всей выработки тепла, сегодня это соотношение изменилось. Доля котельных медленно, но верно приближается к 30-40%. Несмотря на то, что казанские ТЭЦ модернизируются, становятся более мощными и экономичными, эффекта в виде снижения тарифа для населения мы не наблюдаем. Почему? Во-первых, потому что относительно высокой остается доля котельных на рынке тепла. Во-вторых, величина технологических потерь тепла в Казани выше, чем в других городах-миллионниках. Беда в том, что большая часть средств уходит на зарплаты и прочее, понимаете, а на ремонт сетей денег не находят. Мы как раз этим и занимаемся, и не допускаем, чтобы, как вы сказали, замки, поездки на Мальдивы, там, чтобы это, конечно, мы исключаем. И даже если каленым железом под строгим контролем комитета по тарифам выжечь все нецелевые расходы теплоснабжающих организаций, рынок тепла в Казани это не спасет. Дело в том, что объективно ситуация в последние годы складывается не в пользу Татэнерго. Именно эта компания в качестве единой теплоснабжающей организации обеспечивает поставку тепла в большинство многоквартирных домов столицы. Татэнерго теряет крупных потребителей, а значит теряет деньги. И кто оплатит убытки? Угадайте из 3 раз. КПО, КМПО, они ушли на свои источники. А затраты на перекачку, они остались те же самые. Соответственно, остальные потребители заплатили больше. Ну, это просто арифметика. Все остальные, это в том числе население, мы с вами. Теперь становится понятнее, откуда эти суммы с несколькими нулями в платежках. Какой может быть выход? Опыт стран Европы и даже некоторых передовых регионов России, той же Москвы, подсказывает, нужно уходить от неэффективных, неэкономичных котельных. По этому пути сейчас идет тот же Красноярск, город, не так давно принимавший у себя универсиаду. Как и в Казани, в Красноярске 3 крупные котельные – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. На их долю сейчас приходится порядка 85% выработки тепла, остальное – котельные. Их будут замещать полностью. Срок до 2024 года. Для города-миллионника это не только вопрос тарифа, но и экологии. Для Красноярска сейчас это даже важнее. Это достаточно типичный пример для Красноярска. Вот эту котельную для собственных нужд построила трикотажная фабрика еще в 60-х годах прошлого столетия. Теперь фабрики нет. В здании, где она располагалась, находятся офисы. Рядом школа и детский сад. И вот эта труба от котельной дымит фактически им в окна.
Поэтому экологический аспект для Красноярска ключевой. Им удалось уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу более чем на 2000 тонн. Больше 10 тысяч тонн вывести на золошлаковых отходов. Разработана программа, мы идем на шаг вперед, зная, что котельную, например, эту в 2018 году заместили, мы с 2016 года проектировали определенные тепловые сети, построили. Ну ничего более эффективнее и современнее, чем ТЭЦ, ГРЭС, ну не придумал никто еще. Котельная — это прошлый век, можно сказать. Это все будет реализовано за счет инвестиций с последующим возвратом. Так что население никаким образом тут не пострадает однозначно. А в знакомой нам семье Лазаревых из Казани на повестке дня все тот же актуальный в отопительный период вопрос. Мы все это собираем и анализируем, но мы же ничего не делаем, потому что мы думаем, никто не поддержит. И не только думать, нужно уже что-то решать. Для Казани, как и для других городов Татарстана, здесь ничего не потеряно. По мнению опрошенных нами экспертов, нужны простые, но волевые решения. Мы это регулярно предлагаем сделать единую теплосетевую компанию, независимую, которая покупала бы тепло на условиях независимых торгов и была полностью подконтрольна и городским властям, и республике, и населению города. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.